В моей организации есть люди, которые зарабатывают больше меня. Знаете, как я это называю? Справедливость. Ведь так и должно быть, не так ли? Возьмите любую структуру. Разве тот, кто лучше работает, не должен зарабатывать больше других? Какая связь между послужным списком, опытом и эффективностью работы? Никакой. Если вы приносите компании прибыль больше других, разве вы не заслуживаете большего дохода? В обычной компании вы вряд ли найдете сотрудника на 5-м уровне, который зарабатывает больше всех остальных. Но в сетевом маркетинге это обычное явление. И я хочу показать вам интервью, которое я взял у Чарльза Кинга, доктора философии в Гарварде и профессора по маркетингу в Иллинойском университете в Чикаго. Он фактически обучает сетевому маркетингу в университете. Доктор Кинг, спасибо, что согласились на это интервью. Спасибо, что пригласили. Доктор Кинг, расскажите о вашем образовании и опыте в сфере бизнеса. Тим, я являюсь профессором по маркетингу в Иллинойском университете в Чикаго. Я окончил магистратуру в Техасском университете в Остоне, прошел стажировку в компании Exxon, а затем получил докторскую степень в Гарвардском университете в области управления бизнесом. Что еще важнее для этого разговора, более 6 лет я преподаю сетевой маркетинг, провожу исследования и консультации в этой области. Учитывая консерватизм этих университетов и ваш собственный, что заставило вас заинтересоваться сетевым маркетингом? В 90-х годах США переживали экономическую депрессию, особенно пострадали Средний Запад и Чикаго. В результате прекратился спрос на выпускников университета. Сотни студентов, каждый семестр выходивших из стен университета, оставались без работы. Они возвращались к нам и просили им помочь, но нам было нечего им предложить. Как консультант по бизнесу я начал искать альтернативные решения. Я изучал частный бизнес, франчайзинг, прямые продажи и, наконец, сетевой маркетинг. Я был настроен очень скептично и недоверчиво. Тим, можно сказать, я относился к сетевому маркетингу негативно. В Гарварде не изучают сетевой маркетинг, поэтому я ничего не знал об этой индустрии. Как-то один из моих студентов спросил, почему вы так негативно относитесь к сетевому маркетингу? Я посмотрел на этого молодого человека и сказал, сынок, я знаю достаточно, чтобы понять, что не желаю знать больше. Студент посмотрел на меня и сказал, профессор, если бы я дал вам такой ответ на этот вопрос и не предоставил какой-либо дополнительной информации, вы бы поставили мне 2. Я подумал и ответил, сынок, ты абсолютно прав. У меня нет никаких оснований для такого вывода. Ты только что заслужил 5. Мы пошли в библиотеку, посетили ряд мероприятий и в течение последующих 6 месяцев тщательно изучали такое явление, как сетевой маркетинг. Я побывал в ведущих компаниях, встретился с лидерами этой индустрии. Фактически я стал приверженцем сетевого маркетинга. В 1991 году мы стали преподавать сетевой маркетинг в университете на факультете маркетинга. Было ли какое-нибудь противодействие вашему начинанию со стороны декана или выпускников? Декан оказался очень предприимчивым человеком, он сам искал альтернативную бизнес-программу, которую мы могли бы внедрить в обучение. Я тщательно изучил свою тему, и мы получили хорошие отзывы от студентов, поэтому декан сказал, поддерживайте ваш уровень в этой области и продолжайте обучать сетевому маркетингу. На каком этапе, по вашему мнению, находится развитие сетевого маркетинга сейчас и что нас ожидает в будущем? Тим, сегодня сетевой маркетинг достиг зрелости. Появились современные компьютерные и управленческие системы, что позволяет компаниям сетевого маркетинга организовать свою работу очень эффективно. Например, компания может совершить продажу в Корее, в корейских вонах, мгновенно перевести транзакцию в американские доллары, перечислить их на комиссионный счет и сделать выплату дистрибьюторам в течение недели. Такого раньше еще не было. В конце 80-х, начале 90-х мы пережили настоящую технологическую революцию, а сейчас совершаем прорыв в области профессионализма. Я подчеркиваю, профессионализма сразу на нескольких уровнях. Во-первых, все больше и больше представителей свободных профессий, врачей, юристов, директоров, учителей приходят в сетевой маркетинг. Во-вторых, к нам постепенно меняется отношение со стороны прессы. Wall Street Journal, Forbes, Chicago Tribune, местные издания по всей стране позитивно отзываются о сетевом маркетинге.
С другой стороны, университеты признают легитимность этого метода сбыта. Университет Чикаго впервые в истории этой индустрии выдает диплом в области сетевого маркетинга. Университет Хьюстона финансирует и внедряет факультативную программу по сетевому маркетингу. Многие местные колледжи включают сетевой маркетинг в свою программу. Я думаю, что эта индустрия ожидает большой рост в ближайшие 10 лет. На сегодняшний день только в США годовой оборот индустрии сетевого маркетинга составляет более 20 миллиардов долларов. В ней работает от 7 до 10 миллионов человек. Сети расширяются, охватывая весь мир. Азию, Южную Америку, Европу. Рост индустрии составляет 10-12% в год. Сравните это с ростом в 2-3% в области розничной торговли. Так что, по моему мнению, сегодня сетевой маркетинг достиг зрелости. Предположим, вы разговариваете с человеком, который настроен к сетевому маркетингу очень скептично. Что вы ему посоветуете? Я посоветовал бы ему сделать то же, что сделал я. Я тоже был скептиком, но провел собственное исследование, тщательно изучил вопросы и сделал свои выводы. Всем, кто серьезно интересуется сетевым маркетингом, я рекомендую прочитать 2 специализированных книги. Первая книга называется «Третья волна». Автор Ричард По. Ричард рассматривает сетевую индустрию с точки зрения ее развития и будущих перспектив. Это легко читаемая и интересная книга. Вторая книга, которую я рекомендую прочитать скептикам, впервые была опубликована в 1998 году и называется «Ваш первый год в сетевом маркетинге». Автор Марк Ярну. Я советую изучить этот вопрос и решить для себя, какую роль вы хотите играть в индустрии сетевого маркетинга. Ставьте перед собой достижимые цели. Главная причина неудач в сетевом маркетинге – синдром быстрого обогащения. Людям кажется, что здесь можно заработать кучу денег, не работая. Я же утверждаю, что если вы поставите перед собой реальные цели и наметите план развития вашего бизнеса, то вы можете преуспеть. Если бы кто-то посетил ваши курсы в Хьюстоне или Чикаго, чему бы он научился? Тим, мы постарались объединить в нашей программе базовые навыки делового управления, особенно необходимые для управления организацией дистрибьюторов сетевой компании. Прежде всего, мы начинаем с разработки плана для дистрибьютора. Второй модуль программы — разговор о том, как нужно применять этот план, как строить организацию. Третий модуль обучает управлению бизнесом, начиная от управления организацией из 10, 20, 30, 50 или нескольких сотен тысяч человек до управления собственными финансами. Тим, я могу сказать, что очень верю в эту индустрию, потому что она позволяет добиться успеха любому человеку, который вложит небольшие инвестиции и проявит усердие, упорство и терпение. Это было мнение профессора из Гарварда, который в прошлом был большим скептиком, но, проведя собственное исследование, он узнал правду. Каждый из них хорошо потрудился, чтобы добиться успеха. Вы должны быть готовы сделать то же самое.